Всем привет! Сегодня 7-й урок. Подводим итоги работы с персонажем. Я показываю итоги своей работы, чего я в итоге переделал, как решил все это разрулить. Говорю тихо, потому что у меня горло болит. Я надеюсь, оно пройдет к воскресенью, поэтому буду говорить медленнее и тише. Сегодня покажу, что я надумал про мир героя, кого решил туда поместить, какие мысли у меня по этому поводу возникли. Понятно, что в теории, если бы я писал, например, сериал, то уделил бы этому месту, этой работе с персонажем и с миром персонажа гораздо больше времени. Потому что в сериале мы находимся с людьми, с персонажами вместе на протяжении огромного количества времени. Даже если это односезонный сериал по 10 серий, это это очень много по меркам кино. У нас 90-минутный полнометражный фильм, мы не так хорошо знаем наших персонажей. Нам про них нужно знать только основные вещи, какие-то яркие эпизоды, поэтому нам не нужно продумывать, на самом деле, их очень много. Когда вы сами будете работать, не пренебрегайте этими вещами. Потому что если вы ими пренебрежете, у вас получится ситуация, в которой все персонажи будут одинаковые. Оно само собой так сложится, потому что вы будете пытаться придумать персонажа в зависимости от сцены. Например, пришел герой в магазин, мне нужно то-то. Персонажи лучше придумать заранее. Понятно, всех не придумаешь, но это и глупо, потому что зачем придумывать весь второй план? Я придумал разделил персонажей на два блока, обязательных и необязательных. Необязательных я планирую убивать, а обязательные, это антагонист, мать и брат, семья. Понятно, что в понятие сеттинга входит в том числе второстепенные персонажи и между ними конфликты. Но я призываю вас обратить внимание на то, насколько персонажи второстепенные, не главный герой, являются отражениями главного героя и выражением его проблем. Насколько они связаны с главным героем. И когда вы будете работать сами, не пишите персонажей хер пойми откуда. Даже если они очень классно выглядят. Все должно быть увязано на героя и на его проблему. Или на его борьбу с целями. В общем, любой персонаж, кроме главного, вы навязываете на один из лепестков этой ромашки или то, что вам самому захочется. Например, мой антагонист завязан не столь, в том числе, с одной стороны, внешне он завязан на цель героя, потому что он пытается всех убить, но поскольку мы же снимаем ужасы, то мы же не знаем, что это он пытается убить. Он идеологический противник героини. Он ее идеологический антагонист, он выразитель антитемы. Тему мы уже разбирали, это высказывание с отношением, то есть высказывание минус отношения, это и есть тема. Национальная культура статичных сил для того, кто подчиняет себя, не сам ее подчиняется. И здесь у нас антагонист ровно противоположных придерживается убеждений. Он считает, что, вот я написал это кредо, это не по технологии Good Story, это я сам придумал. Служа могущественным силам, ты сам становишься могущественным. Тут даже служа, будучи рабом, будучи рабом могущественных сил, ты сам становишься могущественным. Это ровно антипод темы, которую уважает наша героиня, которая говорит, в неподчинении могущественным силам является твоя сила. Это идеологический противник героя. Естественно, он цель убивать. Зачем он убивает? Он убивает потому, что он пророчит смерть. Он является шестеркой, передатчиком между миром потусторонним, где действует наша таинственная мистическая сущность, и миром людей. Он же полисмурт, но мы здесь не называем его полисмуртом, потому что полисмурт это дух, а у нас человек. И
Он полусмурт по внутреннему состоянию, а не по внешнему. Мы попробуем с этим поиграть, но это будет уже битшит, а может быть даже поэпизодник. Сейчас мы просто говорим о персонаже. Я подумал, что он мелкий уголовник, отсидевший за мелкую кражу, не нашедший себя в жизни. В общем, мне хотелось бы, чтобы это был маргинал. Почему мне нужен маргинал? Потому что маргинал сильнее хочет власти, он хочет подчинения, и в то же время он раб в душе. И для меня выражением рабства является тюрьма. Кроме того, для меня лично это, лично для меня, как для сценариста, эта тема более страшная, потому что я вам говорил, что мой страх, я очень боюсь тюрьмы. И поэтому для меня, мне такого персонажа писать будет страшнее. Но он хитрый, он мелкий уголовник, но он хитрый, он выжил. Он был шестеркой у воров, и он выжил, и, несмотря на то, что его искалечили, вот тут я думал, он стал инвалидом. Почему? Сразу объясню, почему я хочу, чтобы он стал инвалидом. Я хочу снять с него подозрения в убийствах заранее. Я хочу, чтобы мы не подозревали, что он может убивать. Чтобы нам казалось, что он беспомощный. Поэтому я хочу сделать его инвалидом. Но это не точно. То есть сейчас я делаю это из той логики, что я понимаю, что мне нужно будет, если у меня есть человек, который убийца, если я придумал убийцу садовника, то мне нужно будет все 90 минут отмазывать этого садовника. И говорить, нет, это не он убил, это, возможно, вот он убил. Потому что если мы будем знать, что убийца садовник, мы будем сказать, что ты тогда мучаешься, замочи садовника. Наш садовник инвалид, и мы не можем подумать, что он убийца. После смерти дар пророчества. Да, он получает дар пророчества, но он не получает дар пророчества. Он просто знает, кого он замочит. Я точно знаю наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, я маньяк. Вот эта история про него. У него есть дар пророчества, который заключается в том, что он знает, кого он замочит. А хитрость заключается в том, что он на самом деле это знает, потому что ему... на самом деле вот здесь сложный момент. Если это просто история про маньяка, то это скучно и не ужасно. А это серая жизнь... Извините. Это серая жизненная мерзость, и это нам не интересно. Это НТВ. Он у нас не просто убийца. Он у нас, как в Волан-де-Морт и в Гарри Поттере и Философский камень, он слуга. Он просто выразитель этих мрачных сил. Поэтому я оставил, что он инвалид, что он пророчит, что он пытается подняться за счет этого, да, добиться уважения. И в этом его антагонизм, за это он борется. Он борется за свою власть, за свой статус. И мешает ему в этом героиня. Почему? Потому что героиня говорит, не подчиняйтесь судьбе, она пытается не подчиняться судьбе. А в принципе люди в деревне фаталисты. И они легко... Фаталити написал. Фаталисты. Они легко верят, что им конец, и ничего с этим делать не хотят, доверяя свою жизнь вот этому вот Паше пророку, да, как у нас было на занятии рассказано. Вот такой антагонист, который будет мешаться нашей героине, которого она в конце, я надеюсь, замочит. Брат. Про брата мы уже разбирали, но вот я тут выписал все подробнее. Почему фермер? Ну, потому что он в деревне живет, он работает фермером. Можем подумать, давайте, если у нас есть какая-нибудь классная локация, можем сделать его, например, мельником, трактористом. Ну, то есть, если у нас есть что-то, какая-то интересная, страшная локация в деревне, то давайте его таким сделаем. Маслодав, да, маслодел, я не знаю. Какой-нибудь заброшенный, там, непонятная мастерская. Лошадник, не знаю, коневод. Вот это все можно сделать. Это не принципиально. Консервативный, бредхарный, властный, негибкий. Почему я это пишу? Потому что это то, как он себя будет вести, как всегда действует. Словами, обидами, пассивно-агрессивно, не показывает слабости перед другим. Стыдится сестры и считает, что она забыла корни и стала не настоящим Удмуртом.
можно сюда написать, что все свои неудачи, как Туна, он списывает на плохое влияние социума. А очевидно, у него есть неудачи, потому что люди умирают. Боль, растерян внутри, не знает, что делать, но не показывает, продолжает делать то, как ему отец завещал. Говорит по-удмуртски, сестру называют русским именем. Мне нравится эта тема, потому что можно в конце перевернуть, что в конце, когда она вернется с победой, он назовет ее русским, назовет ее, например, удмуртским именем. Это было бы интересно. Кредо. Ты это то, где ты родился. Вот по нему брат живет. Он родился в деревне, он был в семье, получается, мне идет вообще запись. Он был в семье этого шамана, и он из этого исходит. Давайте обсудим, чем занимается брат. Я это просто оставил пока без внимания. Мне это пока не особо помогает. Так, мама. Я считаю, что образ матери должен быть очень добрым, светлым, потому что это образ хороший. И вот мне в этом плане не понравился фильм «Вич», где образ матери неприятный. И я решил, что она будет видеть живое даже там, где нет живого. Решил, что у нее будет такая фишка. Она будет разговаривать с мертвым, разговаривать с речкой, разговаривать с столом, с кружкой. Деревенская женщина, находится среди очага, тихая, выглядящая старше своего возраста, органично любящая, сострадающая своим детям, по-своему умная и хитрая. Мама живет в мире, где все живое, и дерево, и лес, и тело умершего мужа. Такая язычница абсолютная. Цель. Не дать несчастьям изменить привычный образ жизни. Почему я выбрал такую цель? Потому что я понял, что цель должна быть у героя. Не только в том, чтобы дочку замуж выдать, это была бы странная мать. Она противница перемен. И как перемены, то есть есть перемены, никакие. Для нее смерть мужа не является переменой. Давайте я это вот напишу специально, чтобы вы понимали. Мама противница перемен. Но смерть мужа это не перемена. Для нее он жив. Жив, но сменил форму. Для нее он не умер. А вот то, что в деревне начинается сатана твориться, вот это настоящая перемена. Но при этом она продолжает сохранять именно образ жизни. Она как муми-мама. Она готовит чай, когда летит комета. Как муми-мама. Как действует? Тихо, спокойно, непреклонно. Понятно, да, что я имею в виду? Да, она со всеми всегда соглашается. Язык со всеми живым как живым, со всеми соглашается. Но никогда не, остается на месте. Язык разговаривает, совсем рассказал, врет соседям, что их учиться. Но вот здесь вот момент такой, да, где проказывается ее хитрость. Это где она как раз, как она общается с соседями, которые замечают, что дочери нет, как она к этому относится. Она говорит, что дочка уехала учиться, вот она выучится, вернется, найдет жениха. То есть она вот такой вот, что верит, то и думает, что будет. Что здесь с этим образом и зачем он мне нужен? Казалось бы, да, у героя должен быть мать, да, понятно. Но зачем мне нужно по сюжету? Давайте разберемся с этим. С антагонистом понятно. Борьба сюжета героя и антагониста – это и есть сюжет. Зачем брат? Сейчас тоже. Начнем с мамы. Я хочу, у меня задумка такая. Мне кажется, что удмуртский характер, он такой ленивый слегка и фаталист. Мне кажется, что от беды можно
было бы спастись, если переехать. Но они не едут. И мне нужен герой, который будет держать героиню в страшном месте, несмотря на то, что можно спастись, просто уехав за забор. И это вот этот герой. Герой матери. Не дает героине сбежать. Не мешает ей сбежать. Она сама не уезжает, поэтому героиня не может оставить мать. С братом мне он нужен для конкуренции. В борьбе со злом. Потому что он тоже борется. Борется, но менее эффективно. Кроме того, мой кульминационный момент, моя задумка на данный момент, кульминационный момент в том, что героиня, кульминация, говорили на прошлом занятии, героиня должна выбрать, кому умереть, матери или брату, и идет жертвовать собой. Эти два героя, мы должны хорошо с ними познакомиться, чтобы этот выбор был для героини сложным. Потому что у нее и с братом разногласия, и с мамой разногласия, и нам должно казаться, что, может, она все-таки выберет кого-то. Она же брат там не любит, а мама ее дрочит. Вот я тут придумал 4 убийства, 4 убитых по этой схеме слэшера. Шлюха, мажор, наивный, невинная жертва. Решил вставить нашу версию. Это все открыто к обсуждению. Давайте придумывайте свои. Я не додержусь вообще нисколько. Но мне просто надо кого-то убивать. Будем этих убивать. Я думаю, что деревенский дед нам нужен какой-нибудь. Видите, незаметный, старый, скрюченный. Никогда в жизни не скажешь громкого слова. Помните, как вот вы мне рассказывали про... Это все, по сути, с ваших рассказов. А умер шумно и капец как кроваво. Вот надо подумать, как это сделать. Продавец оружия, мажор, полулегальный торговец, значит, почему мне хочется ввести этого персонажа, потому что я хочу увязать эту историю не только с деревней, но и с Ижевском. Ижевск Калашников, Калашников оружие, к оружию продавать ЦАР, там вот это все. И я думаю, что он мог бы обращаться, такой оружейник мог бы обращаться к Туно, чтобы помогал его защищать от вражьей пули, он же постоянно в опасных местах. Такой оружейный барон. Вот он поехал, чтобы вернуться живым, да, и не вернулся. Про инстабабу, да, я знаю, что это не самая лучшая идея, она довольно банальная, но в ней есть поворот, ради которого я, собственно, этого героя придумал. 2 даже поворота. Первый, это то, что она, когда сама исчезнет, ее телефон останется заряженным и будет посылать каждый день какие-то фотки новые. Она будет жить, то есть ее Инстаграм будет жить отдельно от нее, потому что она его запрограммировала. И мне кажется, что это довольно яркий образ. А второй, то, что если она, у нее уникальный, как это, макияж, да, не макияж, когда здесь. В общем, у нее запоминающиеся детали, детали, ногти, одежда, бижутерия. И это все очень жутко, когда в крови или какая-то деталь находится. И мне кажется, что если это будет просто какая-то деревенская потаскуха, то это не будет настолько ярко. Если это будет инстабаба, классная, классно выглядящая, с классным, необычным для этих мест, украшениями, то если потом это украшение на отрубленной руке, в хвосте у какой-нибудь деревенской шавки, то это страшно. И понятно, что с ней произошло. А продолжает выходить ее сторис. Поэтому, несмотря на то, что мне этот образ кажется очень банальным, но мне кажется, что мы его преломляем под таким углом, в который это не банально. И третье, герою нужен любовный интерес. Наш любовный интерес будет мужчина.
который на ней не женился, которого и пророчили замуж, его пророчили ей мужья с детства, но она не пошла, а он переспал с другой, и она залетела, ребенка потеряла, жили несчастно, потом уж умерла. Короче, вдовец такой жалкий, он ее любит. Мне это нужно, потому что это подчеркивает, этот герой останется. Возможно, не в таком виде, может, мы другую историю придумаем покороче и попроще. Но мне очень важно для моей героини, что она находится в депрессии, и она считает, что она недостойна любви. И мне очень хочется отражение этого сделать героя, который считает, что она любви достойна, это он ее недостоин. И мне кажется, что очень, ну вот я написал, должна послужить для героини будильником. Ну, то есть, вот это спусковой крючок. Когда вот он умрет, все начнется посерьезно для нее. То есть, он такую у меня функцию имеет. То есть, если вот этот вот, допустим, вот я держусь вот за какого-то невинного жертву, не обязательно дедок, который умрет шумно и красиво, я держусь вот за эту бабу, потому что она дает вот этот жуткий орел. И в принципе вот это, за этого чувака, ну можно и убрать, нафиг не нужен. Но здесь я понимаю хотя бы, как он будет работать в сюжете. Вот я по слэшеру разобрал, кого как мочить. Вот, я тут выписал себе отдельно детали какие-то и мысли, что и брат, и антагонист это наследники отца, потому что они сыновья одного этого, но может быть антагонист убил мелкого. Плюс вот есть психолог, это называется конфидент. Это персонаж, с которым герой делится своими внутренними переживаниями. Это конфидент. У нас это будет психолог. На удаленке. Скорее всего. И я думаю, что это будет какая-нибудь такая психологиня, которая будет ей постоянно говорить, что ей нужно уехать. Вот такой вот у меня есть идеи. Теперь, почему это вообще нужно? Зачем придумывать персонажа до того, как вы написали сценарий? Как и все лепестки ромашки, это не выбитая в граните вещь. Пока что я пытался приспособить, психолог депрессия, правильная это с матерью завязано, сдержанная с братом, да, сдержанная удмуртскостью с братом завязана, с антагонистом. Эти герои, это на самом деле не отдельная тема. Я ее сделал отдельной, потому что мне так удобнее было. Но вообще это все тоже лепесток, это один лепесток, мир персонажа. Он показывает, насколько вот вы все вот эти лепестки, они работают. Если у вас просто написано, она вот в детстве не смогла уберечь брата, да, вот я намалевал, не может мучиться стыдом. Этого мало. Вы должны придумать персонажа, который будет мучить героиню за это стыдом. То есть, если вы придумали что-то в герое, вы должны придумать, как это показать. Как это показать? Показать в конфликте. Есть вокруг этого конфликт. Дочь, там, удмурт, вот это с братом замес. Опять же, цель вот это все касается антагониста. Дальше там вот боль тоже у нас есть, где. Боль тоже на антагониста написали. Вы написали. Давайте еще раз пройдемся, чему мы сейчас добьемся, потому что следующая лекция уже будет про сюжет. И мы будем пытаться понять, как это вообще работает. Но мы идем опять от того, что мы заполняем идею. Ну вот видите, я тут переменил снова идею, переписал. Но я ее постоянно буду переписывать, потому что это для меня такая вещь, она, как бы изначально я сделал ее правильно, а теперь я просто изгаляюсь, как неудобно с ней.
Пройдя снова идею, персонаж и мир персонажа, уже будет переход к сюжету. Но вот это все, оно очень нужно для сюжета. Это еще очень много чего. То есть, когда мы уже начнем придумывать сюжет и будет ставить ситуацию, вот у героини то-то, случилось, она делает то-то, становится хуже, она делает то-то, становится хуже. Мы должны всегда держать в голове, что мы уже написали. Почему это нужно писать до сюжета? Потому что это важнее сюжета. Сюжет можно переделать по-разному, но это будет зависеть опять же от того, что вы сейчас придумаете. Казалось бы, можно сначала придумать сюжет, давай он просто замочит, а потом додумаем остальное. Можно так сделать. Но персонаж получится неубедительный, потому что он будет служить не своим целям, он будет служить и там, идеям, он будет служить вашим представлениям прекрасным. А герой должен быть сильнее вас, он должен быть сильнее ваших представлений прекрасным. Что еще хочется сказать по поводу персонажа, кроме того, что уже было сказано? Заморачивайтесь с персонажем. Я сейчас пробежался галопом по Европам. Ну, я сам-то не галопом по Европам, я-то думал об этом много. Заморачивайтесь с персонажем. Даже так с идеей можно не заморачиваться, как надо заморачиваться с персонажем. Идею натянете потом. Если придумали хорошего персонажа, идея родится. Ну, сеттинг поменяете там лишний раз. Тут не так много чего интересного. То есть, по сути, в идее два ключевых лепестка – это высказывание и сеттинг. Вот то, о чем надо подумать до того, как вы начнете там что-то придумывать. Так, только персонаж. Кто он? Но в этом внутри это не работает, как вот здесь вот я написал. Я написал во второстепенных специально много разного, потому что не знаю, что пригодится. Что мне в сюжете понадобится, чтобы он проявил? Ну, наверное, мелкий уголовник. Это уже скорее какой-нибудь поэпизодник, прям язык его, знаешь, там будет, что он говорит. Где у меня язык, кстати? Язык. Говорит на смеси удмуртского, русского и уголовного жаргона. Что написал? И в идее разберитесь, что хотите сказать просто. Если лень вот это все выдрачивать. Но персонаж надо заморочиться. Главное вот 4D, какой, соответственно, откуда как действует и какая цель. Редко бывает так, что вы пишете историю, если это не боевичок и не ужастик. Редко бывает так, что цель настолько очевидна. Это очень легко можно посудить, потому что я расскажу о других персонажах. Вот здесь у нас есть пример того, как я пишу не полную ромашку, можно сесть полную расписать. Просто это долго и незачем, оно нам не понадобится. У каждого персонажа тоже можно такую ромашку сделать. Антагонист добивается, что все подчинились судьбе. Для чего? Почему я не пишу стейк антагонисту? Потому что тогда ему будут больше сопереживать. Например, если я скажу, что цель убивать, чтобы все боясь подчинились, а стейк в том, что он умрет, что духа его убьет, если он не будет это делать, то мы будем сопереживать ему. Так или иначе, он все равно будет для нас не совсем пропащий. Поэтому я не пишу стейк. Кредо, будучи рабом, ну то есть это просто я вместил сюда сразу несколько понятий там одновременно, там социологию и все остальное. То есть в принципе здесь вы видите, что на самом деле, если я просто скажу, что его цель убивать, это будет не совсем правда, потому что его цель не убийство, а власть, власть над людьми. И такие вещи надо копать. Нельзя просто сказать, ну вот она приехала, вот у нас был сценарий, надо как-нибудь вам его скинуть. Ну я, наверное, сделаю просто, когда мы сделаем полный сценарий, я выложу, сравнить, с чего начиналось, чем закончилось. Когда вы пишете персонажа не в этой истории, мы же разбираем, мы же учимся и пытаемся разобраться, как вообще писать персонажа. Цель должна быть четко, конкретно понятной и достижимой.
В данном случае эту цель власти над людьми этими средствами, убийствами и пророчествами, ну, можно добиться. Соответственно, мы понимаем, что это возможно. То же самое касается всех остальных. И вот можно понять, что какая, опять же, тут не совсем власть, тут именно уважение, какой-то респект, положение в обществе, да? Положение, самоуважение, может быть. То есть у него цели более добролюбивые, доброжелательные, потому что он все-таки более-менее положительный персонаж. Думайте об этом. Стейк, да, что будет, если он этого не добьется? Он будет маргиналом, да? Давайте подумаем про стейк. Если брат не станет, если самоуважение с ним не справится, то что будет? Умрет от стыда, покончит с собой. Что он не подвел вот отца плохо, повесился на врагу. Мне кажется, он как раз из тех удмуртов, кто на воротах вешается. Может быть, этот эпизод, кстати, вставить сюда. Это интересно. Сделать эпизод, где он вешается у антагониста на воротах. Может делать. Определяйтесь с целями. Положение в обществе, самоуважение. Что хотим? Хочет добиться самоуважения, вот стать уважаемым человеком. Что будет, если набьется? Умрет со стыда, что он не справился, не стал Туно, был плохим волшебником, всех побил. Мать. Цель. Не дать несчастью изменить приличную жизнь. А то что? Стейк. Перемены. Это смерть. Изменится. Все. Умрет. Пожалуйста. Очень высокий стейк. Если она допустит перемены в жизни, то все, что ей дорого, умрет. Я надеюсь, не холодильник заработал. Надеюсь, не громко. Поехали дальше. Ну мы, в общем, прошли главных героев, у которых вообще что-то было, что сказать. Но здесь тоже можно. Давайте мы напишем, что вот давайте напишем цель получить амулет от убийств. Ну, понятно, условность. Стейк. Ну, жизнь. Если он не получит амулет, он умрет. Его застрелит какой-нибудь африканский набоб, хан, не знаю, кто там. Бушмен. Цель. Остаться знаменитым. Стейк. Самоуважение. Любовный интерес. Цель. В чем цель его получается? Цель. Вот этот не очень действует. Давайте мы ему подопнем какую-нибудь цель. Давайте его цель будет спасти героиню, а не завоевать ее. Это будет интересно. Потерять любимую. Еще раз. Любимую женщину. Я еще подумаю об этом. Здесь что-то тут можно поинтереснее. Может быть, надо подумать как-то. Может... То есть, если он просто хочет ее добиться, это не совсем то. То есть, надо он ехать с ней, оставить героиню здесь. Ну, тогда он какой-то не очень любящий получается. Он такой, типа, да оставайся. Скорее, давай, может быть, скрасить жизнь героини, да. Стейк, а то она уедет. Почему я такое написал? Потому что я знаю, что он открыт, по-доброму и дружелюбно. Потому что он не будет чувак, который будет там под действием по-другому. Как, например, в Узи Бори. В фильме, где чувак действовал очень изобретательно. Он действует всегда наивно.
Сказать жизнь героине, устроите ей праздник каждый день. Ну, такое вот, очень приятно. Жалко будет, когда ему башку отпилят. Прочие мужья, ну да, он все проебал. Ну, такой вот замечательный персонаж. Значит, к чему это я все говорю? К тому, что я вам сейчас, просто специально для вас, я не планировал это делать, но хорошо, что сделал. Мы теперь каждому персонажику выдали какую-то маленькую цель. Давайте мы деду что-нибудь придумаем. Какой он там у нас? Незаметный, старый, скрюченный. Давайте у него будет такая цель. Отнести письмо внучке на почту. Нормальная деревенская история. Дедуля пошел через лес отнести письмо. А потом кишки на березе. Стейк. А что будет, если не понесет? Он будет чувствовать себя одиноким. Да? Но мы можем сделать, упростить, чтобы не лезть сильно в глубину, сказать, у нее день рождения. У нее ДР, а он хочет сделать ей приятное. Но в целом, на самом деле, совсем глубоко копнуть, он боится, что она его забудет. Либо я донесу письмо в ночь в полнолуние с полусмуртом в лесу, либо у меня внучка меня забудет, да? Давайте такую штуку сделаем. Через лес в полнолуние и полусмурт за корягой с топором. Ну, играюсь, да, понимаете? Ну, шутка. Просто я яркие образы какие-то делаю, чтобы, ну, понимать, зачем я это вообще придумал. Понятно, да? У каждого героя есть своя цель. Давайте психологу что-нибудь придумаем. Фиг ли он у нас такой? Ничего у него никакой цели нет. Давайте у нее будет цель. Ну как, а что у них? Она его психолог, да? Она либо ее деньги заработает, либо она ее подруга. Может, она какую-нибудь докторскую защищает. Может быть, она верит в какие-то вот эти вот свои... Видите, тут в чем проблема? Этому персонажу, если сильно много воздуха дать, то он начнет забирать на себя внимание. Он будет со своими психологическими терминами, это ярко, это всем знакомо. Давайте у нее будет цель, ну типа отработать и уйти тоже как-то не очень. Ну вот цель помочь пациенту, да, давайте пойдем издалека. А как? Да, ну окей, ну кстати нормально, ну пойдет. Стейк профессиональный. Ну и самоуважение. Ну, это ее работа, можно просто написать. Не то, что ее уволят, там, если она не справится. Ну, просто она будет себя меньше уважать. Видите, я специально это написал, что нет какого-то другой цели. То есть, опять, придумали персонажа, придумали какие-то характеристики. Мне проще 4D начинать, потому что потом цель подровнять легче, чем 4D, на самом деле. Ты уже что-то там представил, а потом цель такая, оба, она что-то не ложится. Если придумывать от цели, то всегда персонаж попроще будет слегка. Потому что он будет слишком подчинен этой цели, если он там. Хотя, кому как, опять же, это я не настаиваю, это просто мне так удобно. Итак, мы смотрим, у нас у каждого примерно есть какая-то цель. У сущности нет, но это, наверное, ей не нужна, наверное, я не знаю. Давайте подумаем. Мы с вами на разборе, когда я слушал ваши истории замечательные, я специально пытался задавать вам какие-то вопросы, которые были бы более драматургическими, имели больше отношения вот к этим ромашкам. Вы рассказали какого-то персонажа, я вам говорю, а вот он, вот что будет, если вот он вот это сделает вот туда, да? И это довольно интересный вопрос, и всегда интересно с ними поиграться, на них поотвечать. Значит, все ли мы разобрали? Давайте разберемся вот с чем. С тем, нужно ли, зачем это все нужно. Я зачем это нужно уже говорил.
С тем, почему так важно уделять этому внимание. Когда мы перейдем к сюжету, или когда вообще вы занимаетесь творчеством и придумываете какую-то историю, как, например, прекрасные ребята, которые мне прислали в прошлое воскресенье свои идеи по сценарию, неизбежно при более-менее строгом соблюдении, при определенной профессиональной честности, вы начнете задавать себе вопросы к своей истории. И у вас должен быть на них всегда ответ. Вот я посмотрел интервью замечательное Влада с прекрасной якутской продюсеркой, я не знаю, сейчас она так называется. Она очень четко понимает, что делать. Мы делаем ужасы, мы делаем столько-то минут. Для кого? У нее четко это все в голове есть. И у нас это тоже должно быть четко в голове. Мы можем сказать, я снимаю историю для фестивалей. Это отмазка, которая называется «Я снимаю, что хочу». Фестивали это просто некоторые люди, которые собрались посмотреть кино. А то, что у них там большие имена, ничего не меняется. Это просто ребята, которые пришли смотреть кино. Опять же, сколько им лет? 20, 30, 40. Вот тебе эти люди интересны. Образованные люди, киноподкованные люди за 50. Но если таких набрать один кинозал, то вот это и есть фестиваль. И если это ваша ЦА, значит ваша ЦА это 100 человек. Который еще не факт, что вас увидит, потому что, может, вы снимете какую-нибудь херню, и никто не посмотрит. Нужно отдавать себе отчет. Нужно отдавать себе отчет в высказывании. Что я хочу сказать? Бывает так, что что-то написал, не это хотел сказать. Это нормально. Тогда написали, вернулись к высказыванию, поменяли высказывание. Нет, я хочу сказать, что вот надо быть вот всем там, все должны быть расистами. Написал что-то, какие-то негры все страшные, звери. Взял, переписал высказывание. Для чего? Потому что есть понятие редактирования. Настанет момент, мы с вами будем писать битшит, и я буду сюда постоянно лазить, только спрашивать, так, у меня вот тут вот есть, это все соответствует высказыванию. А с сеттингом я разобрался, я правильно написал? Это даже не, когда будет уже редакция, это же можно опять же менять. Написалось что-то хорошее, написался хороший сюжет, поменяли, раз переписал. Для чего? Потому что снова и снова возвращаетесь к какой-то теме, и снова ее переписываете, и чтобы понять, как ее переписать, нужно держать в голове, что мы хотим сделать. Если просто передрачивать, ни толку дальше движения не будет. Толк какой? Я написал черновик, я задаюсь вопросом, достаточно ли моя история отвечает моему высказыванию. Если достаточно, продолжаем дальше.